Давайте пригласим нашу героиню из набережных Челнов, 80-летнюю Нину Васильевну Венедиктову и ее 12-летнюю внучку Есению. Она расскажет свою историю, как она оказалась в кредитной яме. Встречаем Нину Васильевну. Здравствуйте. Андрюша, Здравствуйте, Нина Васильевна. я приехал с набережных Челнов. Я вашу программу смотрю, но свое горе я не могу никому передать. Вот моя дочь, вот мой внук. Был ему 25 лет, рак крови. Она взяла денег на ремонт, его лечить было. Но Сколько она взяла? 1,5 миллиона. Но она все не получила. Они сделали неправду. В то время не могли давать на лечение, а только на ремонт. Это чтобы аферистничать больше, я так скажу. Вот. А теперь они повесили на ребенка и на его. Она тоже больная. Лимфузлы у нее на шее, я не могу даже нигде лечить ее. Вы понимаете, в Казани она стоит на учете. И там вот только с больницы вышла она. То есть, Нина Васильевна, история такая, что ваш внук умирает, правильно? Умер, да. Ваша дочь не смогла пережить горе и тоже умирает. Умирает, да. И теперь 1,5 миллиона висят на вас. 2 миллиона 200 743 рубля 30 копеек. И на То есть мертвый. эта сумма обросла уже процентами? И проценты, и пени, и все. И начисляют, мне кажется, до сих пор, как мертвые души. Она была, уплатила 7-й и 8-й год. А 9-й она не могла уплатить. Уже, можно сказать, не вставала. Потом ее вот... Скажите, Какой банк у вас, скажите? Автоградбанк. Автоградбанк. Давайте посмотрим, как вы обиваете пороги банка. Внимание. Вы кто будете? Здравствуйте. Слушаю вас. Женщина. Вот пройти. Кому? Вон сзади у вас телефон 31 в приемной звоните. А пройти нельзя? Нет. Итак, понятно, что с вами никто не хочет разговаривать. Нет, никто. Идет. Вот этот Романов работает в администрации. Я тоже пришла чисто случайно. 2,5 года к мэру не могу попасть. До сих пор. Все вычеркивает. А почему? Всю проблему вашу знаю. А к нему пришла, он мне и говорит: а что ты хочешь? Брали деньги, платите. А вас пугать? Нас пугали ночами. Мы не спали, запирались. А он говорит, чтобы вы подохли быстрее, им нужна квартира. Вот отвечали как. Скажите мне, сколько у вас пенсия? А у меня пенсия 10-11 сейчас. Она идет на книжку. Итак, 11 тысяч, а должны 2 миллиона. Да. Ну как я накоплю? Это надо в месяц мне платить 50 тысяч в месяц платить, чтобы расплатиться. Итак, получается, что деньги были потрачены на химиотерапию или на что? Да. Ну, вот мы видим сейчас внука, да? Вот, да, лежит, он лежит. Я и в Чапаевске его клал, сказали, спасем, но никто его не спас. А может у нас переходить скажем так, долг от человека, которого нет в живых, на родственников? В том случае, если... Нет, они не выгоняют. В том случае, если наследники принимают имущество в наследство, то, соответственно, как и права, так и обязанности переходят к наследникам. Я хочу просто спросить, если у вас есть какие-либо документы по страховке, я могу их взять и попробовать вам помочь получить страховку. Я знаю, как задавать правильно вопросы. Если вы мне дадите эти документы, я попробую помочь вам. Но, а что получается, что... Если у бабушки чуть что плохо со здоровьем, да, это что, все переходит на внучку? И маленькая девочка должна будет... Девочка в наследство вступила или нет? Я не Переходит понял. на то, кому сейчас все принадлежит. Девочка в наследство вступила? Вот, Все, Андрей, девочка в наследство вступила, все ее. Все, что от Бабушка, родителей вопроса даже ее, не и понимает. квартиры, и прибыль.
Андрей, вот здесь прозвучала очень характерная фраза. Люди даже не понимают, о чем идет разговор. Что такое страховка, как? Вот правильно сказали вы, что меня услышат, вы поговорите по-другому. Вы зададите профессиональные вопросы, и банкиры будут вынуждены отвечать, так же, как и страховщики. Видите, сколько писем у бабушки на видео, да? Сколько писем она написала, из них и как выбивают ее деньги. везде отшивали. Ирина Станиславовна, как вы можете прокомментировать? Вот жила-была бабушка, 80 лет, да, и ничего не собиралась брать ни у кого, да? Тихо смотрит, пусть говорят, пьет чай каждый вечер, и тут на нее 2 миллиона. Я хотела бы сказать, что обе ситуации, которые сегодня рассказали, это про финансовую безграмотность наших граждан. Одна сидела 3 года в квартире, ничего не платила и думала, что ей это сойдет с рук, в то время как пени бежали. А в данном случае, к сожалению, ваша дочь не заплатила за 2009 год, как вы сказали, страховку. Потому что если бы она заплатила эти деньги, и у вас была бы квитанция, не было бы вообще никаких проблем. Все бы погасила страховая компания. Есения, я знаю, что ты пишешь стихи и музыку посвящаешь это маме. Давай посмотрим. Внимание. Когда я лежала в больнице, я написала стих. Мама, как жить без тебя? Мама, скажи мне, куда мне идти без тебя? Мама, это первое слово в жизни каждого из нас. Как быть, если слова нету? Что же делать нам сейчас? Мама, зову тебя я всегда. Ну скажи мне, мама, как быть без тебя? Кушать идти или сходить погулять? Волосы собрать? Я тебя люблю, мама, милая моя. Хоть ты в могиле, но жива ты для меня всегда. Милая мамочка моя, буду любить тебя, дочка твоя. Я надеюсь, что Эльдар Гельмуддинов, который присутствует на этой программе, возьмет ситуацию под свой контроль. Да, я даю слово, что я обеспечу все необходимую поддержку, встречу и в администрации города. И вот на самом деле есть необходимость в консультации специалистов, которые разбираются, вот, возможно, и по страхованию, и возврат части средств. Я готов взяться за эту работу.